Нәк Казан артында бардыр бір авыл, кырлай диләр. Җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр. Есть аул вблизи Казани по названию Кырлай. Даже куры в том Кырлае петь умеют. Дивный край. Заказание, где прошло детство Тукая, имеет особое значение для татарского народа. Дивный край, где исторически формировалась духовная культура народа. Во-первых, его язык, ставший основой для литературного языка татар. Во-вторых, именно эта благодатная земля взрастила целую плеяду ярких представителей нашей интеллигенции. Один только Шагабуддин Марджани чего стоит. А ведь это личность мирового масштаба. Человек, чьи философские, богословские, просветительские труды получили мировое признание. Здесь родились крупнейшие представители татарской прозы и поэзии. Умар Баширов, Сибгат Хаким, Махмуд Галяу, Гариф Ахунов, Мухаммад Махдиев. Их произведения – это настольные книги, классика, без которой невозможно представить современную татарскую литературу. Но самое главное – это то, что в эпоху всепоглощающей глобализации, которая приводит к унификации языков и культур, именно это, богатая своим наследием территория, является неким маяком надежды. Поэтому мы обращаем свой взор туда, откуда доносятся эхом стихи великого, непревзойденного Тукая, услышанные нами еще в детстве. «Днем и ночью, в горе, в счастье, я с тобой, родной народ. Я здоров твоим здоровьем, твой недуг меня гнетет». Неужели Тукай был провидцем? О какой болезни он попытался нас предупредить? Не о том ли недуге, который сегодня параличом сковывает наш родной язык, наши умы и наши сердца? Подробности у Эльзиры Юзаевой. Хатта тузан туздыра, хатта мине уздыра. Выбор детского сада для своего чада – один из важнейших периодов в каждой молодой семье. Семья Латфулиных из Казани этот этап проходила трижды, и каждый раз с переменным успехом, так как притязания главы семейства выглядят весьма экзотическими по современным меркам. Они не рассматривали такие конкурентные преимущества, как близкое расположение к дому, престижность заведения или же его оснащенность. Для Латфулиных единственным критерием отбора был язык, образование и воспитание. Папа, мама, все татары. Дети дома у нас говорят только по-татарски. Когда начали посещать детский сад, я поняла, насколько велика разница между названием и содержанием. В татарской группе, которую мы посещали, 90% общения у нас проходило не на родном языке. Сегодня в Татарстане работают свыше 2000 детских садов, 769 дошкольных учреждений числятся с родным языком обучения и воспитания. Глагол «числится» в этом контексте, как вы понимаете, был употреблен намеренно, так как большинство детских садов такими не являются априори. Полноценная языковая среда в группах с национальным образованием и воспитанием в среднестатистических детских садах – это практически фата-моргана, недосягаемые мечты, которые скрыты за пеленой административного, законодательного несовершенства системы и его кадрового потенциала, так как последнее, как известно, решает все. Еще в 2013 году Арский педагогический колледж, который является одним из самых крупных профессиональных учебных заведений в Татарстане, получил статус национального ресурсного центра. Перед колледжем были поставлены весьма четкие стратегические задачи. В эпоху всепоглощающей глобализации, которая стирает границы языков и культур, противостоять этой силе времени и подготовить национальные кадры не только для Татарстана, но и всех регионов России, где компактно проживают представители народа. Сегодня в колледже по направлению дошкольное образование обучается почти 240 человек. Половина из этого числа в татарских группах, как раз в рамках задач ресурсного центра. В заказании особый дух. Все студенты без исключения здесь изучают язык великого Тукая, а в татарских группах особенно глубоко и филигранно. Студентам дают знания и по языку, литературе, обучают даже методики преподавания татарского языка. Но все ли золото, что блестит? Его пробу не узнаешь, пока не надкусишь. Будущий воспитатель, право, это филолог. Человек, знающий любой, в том числе и татарский язык в совершенстве.
Но всю свою основную работу воспитатель в детском саду строит не на изучении принципов языкознания, текстологии, лексики, морфологии или синтаксиса. Воспитатель занимается обычным ежедневным воспитанием – нравственным, умственным, физическим. Учит детей считать, рисовать, петь, лепить, готовит к большой будущей жизни. Вот в чем его главное предназначение. Это татарская группа? Да, татарская группа. Я посмотрела их конспекты, но они написаны не на родном языке. С чем это связано? С экзаменами? Да, это связано с экзаменами. Их надо сдавать не на родном языке. Удивительные дела. Эта фраза имеет весьма неожиданное продолжение. После того, как наша страна активно поддержала движение WorldSkills, сделать мир лучше силой своего мастерства взялись и в арской стороне. С 2017 года с целью якобы повышения качества образования, кто бы сомневался в чистоте намерений, колледж, как и положено по стандартам WorldSkills, обогатил преддипломную практику новым видом экзаменационных испытаний. Ввел так называемый демонстративный экзамен. По сути, это те же самые открытые уроки, которые раньше студенты на родном языке сдавали на оценку в диплом. Однако современный демо-экзамен в манере WorldSkills – это уже твоя путевка в жизнь. Ведь его, по словам педагогов, принимают не сами педагоги, а будущие работодатели, которые со студенческой скамьи могут присмотреть себе подходящую кандидатуру. Каково главное условие демо-экзаменов? На каком языке их должны сдавать? Демо-экзамен мы сдаем по-русски. Значит, чтобы показать открытый урок, на каком языке нужно к нему подготовиться? Не на татарском. Значит, на каком языке нужно будет учиться? Соответственно, не на татарском. У нас все студенты проходят через эту процедуру и получают паспорт D-Skills. Если ты хочешь устроиться на хорошую работу, твой работодатель может запросить у тебя диплом и Skills-паспорт. Там написаны твои баллы. Это высшая квалификация, которая означает, что ты специалист международного уровня. Взращивать специалистов с мировым дипломом весьма похвально и престижно. Только вот где будут работать будущие выпускники Арского педколледжа? Кто их будущие работодатели? Для кого их растили 4 года? Может, для Сорбонны или Кембриджа? Или же для лучших школ Парижу? Вы скажете, зачем же так сразу обрывать крылья? Человек же может мечтать о высоком. Демонстрационный экзамен мы сдавали как промежуточную аттестацию. Она проводилась в рамках педагогической практики. И поэтому никто не запрещал проводить эти демонстрационные экзамены на татарском языке. Просто надо было перевести и все это делать. Проблем нет. Оставаться верными своим традициям – это высота, которая была определена изначально. Она так и остается недосягаемой. Воспитать новое поколение педагогов с национальным характером и духом, которые в делах народа будут разбираться лучше, чем мы, взрослые. Планка, которую ресурсный центр, увы и ах, но так и не смог преодолеть. Ильзира Юзаева, Иринас Васиков. 7 дней.